Этот праздник получил широкое распространение в первые десятилетия образования Советского Союза, когда был внедрен лозунг «В здоровом теле здоровый дух». И вот уже почти 100 лет День физкультурника отмечается во вторую субботу августа, объединяя под знаменем спорта не только спортсменов, но и учителей физкультуры, тренеров, а также всех сторонников активного образа жизни. Праздник спорта состоялся на воркаут-площадке, расположенной на прилегающей территории одного из стадионов Назарани. День физкультурника – это праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. А сама физкультура всегда была и остается важной сферой жизни в Ингушетии. Для Батыра Мухиева эта спортивная площадка давно стала основным местом проведения досуга со своими внуками, которых он с раннего детства приобщает к спортивному образу жизни. Ему 2 годика, ему 4. Дома они занимаются, боксировать начинают. Амбич с малых лет. Будущее наше. И какой же праздник спорта без состязаний? Ребята из спортивного клуба «Оздо» оборудовали площадку для соревнования по кроссфиту, в программу которого вошел комплекс упражнений с символическим количеством повторений, равным дате со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Каждый участник спортивных баталий верил в свои силы и уровень подготовки. Для победителей и призеров были подготовлены наборы спортивного питания и абонементы на посещение спортклуба, выступившего организатором турнира. А зрители и все присутствующие получили дополнительную мотивацию к ведению здорового образа жизни. Соревнования многофункциональные, многоборье. Соревнования составляют из 7 упражнений, каждое упражнение по 75 раз. Кроссфитеры, тяжелоатлеты, турникмены и просто любители спорта наполнили яркими красками воркаут-площадку, послужившую в этот день платформой для празднования Дня физкультурника. В непримиримой и азартной борьбе проходил турнир по системе круговых тренировок. В нем принимали участие как новички, так и давно знакомые нам своими яркими выступлениями спортсмены. Региональный представитель Федерации стритлифтинга России Ахмед Амхадов также принял вызов посостязаться после длительного перерыва, связанного с ограничительным режимом противоэпидемиологических мероприятий. Во время карантина я не забрасывал тренировки, но заниматься большими весами дома, в домашних условиях не получалось. Сейчас начали восстанавливать форму. И, наш клуб, «Оздо-клуб», сказали, что будет турнир по кроссфиту. Я занимаюсь другое направление. Вот решил себя попробовать. Но тут больше упражнений с собственным весом, так что думаю, 50 на 50 можно оценивать. В прошлом в День физкультурника проводились парады, а по всесоюзному спортивному календарю устраивалось до 300 спартакиад. А давая дань славным традициям, сегодня этот праздник по праву может считать своим каждый житель страны. В нашей республике это было не основное место действия праздника. Комитет по делам молодежи проводит еще несколько спортивных мероприятий с различной локацией. Запланирован ряд мероприятий, именно посвященных спорту, именно посвященных проведению таких турниров на открытых площадках, открытых турниров, в которых может участвовать, то есть не профессиональные спортсмены, а каждый желающий, то есть любители. В связи с тем, что у нас до сих пор пока еще действуют ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, поэтапно, вместе со снятием этих ограничений, мы уже входим в эту свою колею, то есть мы начинаем проводить эти мероприятия. И дальше у нас тоже запланированы и открытые турниры по силовым видам спорта, и футбольные турниры. Спортивные состязания продлились вплоть до наступления темноты, но это не помешало судьям выявить победителей. Первое место уверенно забрал Рустам Белакиев, второе досталось стритлифтеру Ахмеду Амхадову, а вот третье место осталось пустовать. Из-за сложного комплекса упражнений не все участники смогли пройти его до конца. Тем не менее, праздник спорта удался, и каждый получил то, зачем пришел. Харун Аздоев, Магомед Шалхалов, Новости 24.